Новое радио. Добрый вечер, дорогие слушатели Нового радио. Вы на волне 95,5 FM и в студии Фарида Хубон, наша прекрасная гостья Сабо, и это шоу «Девчат». Как ранее мы говорили, что у нашего проекта нет спонсоров, у нас только партнеры, и нашим вкусным партнером является ресторан «Персия», а техническим партнером является команда Soft Group. Сегодня мы не одни. Те, кто следили за нашей страницей в Инстаграме, знают, что сегодня у нас в гостях очаровательная, обворожительная бьюти-блогер Сабо. Добро пожаловать, Сабо, как дела? Здравствуйте. Спасибо большое вам за приглашение и такие слова. Хочу предупредить, что это мой первый опыт. Я никогда ранее не выходила на радио. Я, если честно, немножко переживаю. И я бы хотела поблагодарить также слушателей за то, что они, наверное, из моего инстаграма видели и зашли, чтобы послушать меня, мои хорошие. Я вас очень сильно люблю. Спасибо, что вы это слушаете. И я бы хотела других поздравить с наступающими праздниками, с весной. Это наше время, девочки. Давайте расцветать. Действительно. Фарида, кстати, всегда думает, что все намеки крутятся вокруг замужества, но нет, Сабо просто поздравила и сказала, что нужно цвести, нужно для себя в первую очередь. Сабо, я хочу, чтобы вы расслабились, потому что вы часто выходите в прямые эфиры. Почти каждый день. Вот, почти каждый день. Новое радио. Просто здесь вас не видят, здесь просто слышат ваш очаровательный голос, поэтому вообще не беспокойтесь. Все классно. прямой эфир. Да. Наши камеры. И хто-на озод хис кунанд. Мо боварӣ дорем хубот агар аҳамият дода боши бисёр вақте ки меҳмонон мебиянд дар радиои мо 5 минут ё 10 минути аввал худашон метарсанд, ягон переживат мекунанд ва вақте ки 5-10 дақиқа мегузарад аллакай вақте барнома тамом мешавад, онҳо мегӯянд ай уже тамом шид, мо гап задание мегӯянд. То он дараҷа худро хуб эҳсос мекунанд ки мо боварӣ дорем ки пас аз 5 ё 10 дақиқа аллакай Сабо низ худашро хуб эҳсос мекунад, ту суханро ба мо наметиҳад. Я уверена, что так и будет, Сабо. Мы представили тебя как бьюти-блогера. Как давно ты этим занимаешься? На самом деле бьюти я уже давно, но вот официально 2 года, как я стала бьюти-блогершей. О, поздравляем! Вот эти аплодисменты. Это наши прекрасные гости. Вот бьюти-блогер, это подразумевает то, что вы в социальных сетях, да? Вот, да. Условно говоря, для тех, кто сейчас думает бьюти-блогер, кто это? Мислиман. Ман нафаҳмида будам маҳзман. аввал ҳамчун ороишгар муаррифӣ кардам, баъд ба ман гуфтанд ки ороишгар не, бьюти-блогер. Ба ман гуфтам ки хай ҳозир Сабо мебиёяд, мепурсам ки фарқаш чи аст байни визажист, бьюти-блогер. Давайте я расскажу свою позицию, что такое бьюти-блогер и чем он отличается от обычного визажиста. Визажист, он красит себя, других и получает за это деньги. А я крашу саму себя только. Я могу там накрасить кого-то, но я больше кайфую, когда крашу себя. Также бьюти-блогер, он часто советует всякие бьюти-штучки, лайфхаки, какие-то секретики и делится им со своей аудиторией. У меня большой акцент именно на себе. То есть я крашу только себя. И очень редко могу кого-то накрасить. На себя любимую, да? Да, на себя любимую. На себя любимую. Сабо, як саволи дигар ба фикри ман омад. Гуфти ки бисёртар худатро зебо мекунӣ, дигаронро қадар намекунӣ. Пас гуфтани ки аз касби бьюти-блогер ягон даромад нест ё ки чӣ гуна мешавад? Нест, да? Нет, Сабо чуть удивилась. Знаешь почему? Потому что она толком не поняла твой вопрос. Да, если Сабо, честно, да. У нас Фарида в роли Дудя. Она такая, сколько ты зарабатываешь? Не, ва пурсидани нестам. Ва тамоман ҳаст ё не пурсидания? Доход от... Вы красите себя? Ну да, конечно, я работаю с брендами, и от этого получаю доход. С брендами, там, коммерция в основном, у меня заработок. И очень редко, ну, не то, что редко, а пассивный доход, грубо говоря, у меня от рекламы, а в основном я работаю с брендами. Это действительно очень классно. Плюс я и сама слежу за такими страницами, потому что многое действительно учишься у этих людей, потому что ты доверяешь этому выбору. Как в семье это воспринимают? Ты же учишься, как я знаю, да? Да, я учусь на биотехнолога. Сейчас у меня, не буду врать, вовсю идет учеба, но так как здесь у меня работа, моя работа очень круто, что ни с какой страной не связана, я сейчас обучаюсь онлайн.
То есть мой университет пошел на компромисс, то есть они разрешили мне сдавать какие-то задания онлайн. Это замечательно. В социальной сети это действительно очень много возможностей. С появлением разных платформ появляются новые профессии. И действительно классно, что учителя, университеты могут пойти на уступки, понять, что можно и онлайн сдавать. Главное вот учиться сдать этот экзамен, где бы ты ни была. И вот Сабо сегодня у нас в гостях. Благодаря им, спасибо им большое за то, что они довольно-таки гибкие в плане образования. В наше время, я могу это сказать, в наше время такого не было. Нам нужно было сдавать все офлайн. Нужно было быть в универе. Да, спасибо большое моему университету. Я очень его обожаю, прям не то, что люблю, обожаю. И я бы хотела до конца ответить на вопрос, как моя семья относится к тому, что я бьюти-блогер. Не буду врать, вначале были против родители, типа выставлять себя на показ. Ну, традиционная обычная семья. Я сломала все эти стереотипы у нас дома. Она была той, которая сломала все это. И я решила, что я пойду против. Я начала доказывать своим родителям, что быть блогером – это круто. На самом деле можно себя обеспечивать, можно работать. И мои родители сейчас это видят, они удивляются. Я уже им сказала, чтобы они тоже слушали. Мама, папа, если вы это слушаете, привет! И все. Вот видите, я же говорила, что бьюти-блогером быть круто, что я могу добиться каких-то высот. Например, вот буквально полгода назад я бы не ожидала, что меня пригласят на радио, будут брать интервью, грубо говоря. Мы согласны с этим. Мы в целом, я сама, как человек, который работает именно в социальных сетях, я за то, чтобы это все развивалось. И любая личность, любой человек, который хоть немножечко вкладывает в свое развитие и параллельно с этим транслирует это в социальных сетях, всегда найдет выгоду с этого. Это само собой. Социальные сети — это тоже работа. Да. Постоянно делать контент. Для нас же что? Вот блогеры просто вот так снимают сторис. А что вы там делаете? Вы на этом это большой труд. Сейчас, так как очень много во всех сферах, да, очень много и визажистов, и СММ-специалистов, и блогеров, чтобы найти свою аудиторию, лояльную, любящую, при этом найти людей, которые с тобой хотят работать, платить тебе за то, что ты делаешь. Это действительно нужно иметь хотя бы чуть-чуть, но при этом иметь действительно это образование, потому что не каждый может пойти, такая, я вот сегодня буду бьюти-блогером, бьюти-блогеров очень много, но сегодня у нас в гостях именно Сабо, потому что это девушка, которая очень хорошо ведет социальные сети, и я смотрю, мне нравится то, настолько все грамотно оформлено. Ой, спасибо! Да, я замечаю, цветокоррекция, весь процесс. У человека по-любому есть свет, есть камера. Все профессионально. дар ҳақиқат низ бисёриё вақт дуруст қайд кардӣ дар бораи оне ки вақте ки ман низ ҳоло бо блогерон шисту хез надоштам, худам дар ин соҳа набудам, фақат дар донишгоҳ мехондам, фақат нигоҳ мекардам, мегуфтам ки мо инҷа мехонем 4 сол 5 сол ё фақат ҳамия видео мекунанд дар пеши камера рақс мекунанд хушона хушрӯ мекунанд инқадар хушрӯ зиндагӣ мекунанд. Вале хеле ҳам хуб шуд вақте ки блогерони мо на танҳо мо дар тамоми давлат сар кардан ҳамон бекстейҷа партофтанд. То есть онҳо партофтанд ки чӣ гуна онҳо азоб мекашанд, чӣ гуна бехобӣ мекашанд, чӣ қадар пул сарф мекунанд барои ҳар як образу, ҳар як либосе ки онҳо мепӯшанд. Ва дар ҳақиқат ҳама фаҳмиданд ки блогер будан низ ин кори осон нест. Так и есть, как пел нам с Black Eyed Peas, Don't Stop the Party. Поэтому мы не останавливаемся, мы продолжаем. Очень много вопросов под постом с вами. Публикации на странице newradio.tg. Прочту один из них, если вы не против. Да, конечно, давайте. Откуда вы родом? Я из Пинджикента, я там была до 6 лет, потом мы переехали в Душанбе. Здесь я выросла, здесь я побыла до 17, потом переехали в Россию. Там мы получили гражданство, и так вышло, что мы остались. И вот спустя 4 года я прилетела впервые на родину. И вот. Какие впечатления? Ой, я не хочу вообще улетать, здесь очень хорошо, здесь тепло, здесь люди добрые, здесь все по-другому. Конечно, я Россию обожаю за то, что благодаря именно России я стала здесь известна, я там хорошо саморазвивалась, и вот имею то, что имею сейчас. Да.
Надо ватан аст, да? Да. Мне нравится, если честно, как Сабо грамотно выставляет предложение. Она говорит, я соскучилась, я люблю, но при этом я благодарна. Потому что человеку возвращаться. От медонатки обратно. Да, Не, конечно. чувство благодарности должно быть, это действительно хорошо. Много чего нового изменилось в Таджикистане за Да, 4 года? здесь прям очень много блогеров стало, не буду врать, честно. Мне нравится, что здесь молодежь на месте не сидит. Не могу Да. поверить, что я это говорю, но в моем возрасте, то есть, когда мне было 17-15, такого вообще не было. Слышали блогер и смеялись, и это было грустно. А сейчас я приезжаю, здесь у каждого второго, там, репутация, грубо говоря, заведения зависит от блогера, Мгм. от того, как он отзовется. Вот, это очень круто. Я прям очень рада. Ну, действительно, сфера блогинга, инфлюенсер-маркетинг в Таджикистане за последние 2 года развивается очень стремительно. Действительно, многое зависит от того, что в Блогерские выводах магазины. напишет Шуира, что порекомендует Рафаэль, на что пожалуется Сабо из косметики. Да, люди прислушиваются. Это вот не зря выбрали именно слово инфлюенсер от английского слова инфлюенс, влияние, которое эти люди действительно имеют. Бывало такое, что такая, если сейчас мне принесут мне вкусненько, я сделаю сторис, что в Душанбе вот это заведение Почему нет? ужасное. Я пользуюсь своим блогом как могу, потому что я на него работала, я Да. делала себе имя 24/7, я не спала, я не кушала, я делала контент, и пусть этот блог теперь работает на меня. Я его использую. Это как зачеткой, да? Раньше так было зачеткой, а сейчас мой блог, пусть он работает на меня. Да-да. Бывало такое, что вот ты идешь в заведение, они тебе делают чуть-чуть по-другому, потому что они знают, Да, кто ты. было, это Санда очень было приятно. сартону с нами, рада О, было было. сарвестат. Было, это очень приятно, когда узнают, подходят, фоткают, и я такая думаю, о, она была крутой. Действительно, дорогие наши слушатели, нет большего комплимента, чем когда наши приезжают, когда развиваются, да, развивают свой блог, что бы то ни было, и когда они слушают поддержку от наших. албатта чӣ Да? дар куҷое бошӣ набошӣ гапи хешу табор гапи ҳамватанони ту дигар хел таъсир мекунад. ҳамон ҳама кӯшише ки мо мекунем барои маҳз ҳамин суханҳо аст, барои ки як бо мо фахр кунанд, моро шиносанд, мо меҳнат кардем. Да, так и Сабо, и ты приехал, ты очень активно ведешь все социальные сети. Вот в Душанбе ты не поменяла темп, у тебя очень много коллабораций Да, с да. нашими бьюти-визажистами, с бьюти-блогерами, визажистами. Кто тебе больше нравится, а кто тебе меньше нравится? И Ако мен шиша намегад дар Меньше фикрамо. я не отвечу на этот вопрос. Мне очень... намекни, Сабо. Нет, не могу. Все те девочки, с кем я делала коллаб, они мне все очень нравятся, но больше всего мне запомнилась Сабрина Мосс. Мгм. Она мне сделала... У нас с ней очень похож стиль, она мне сделала офигенный макияж. И вторая девочка, которая мне прям запала в душу, это Сабина Рустам. Мгм. Она делает просто из меня куклу Братс. Мне кажется, ну, если вы подписаны на мой инстаграм, то вы видели, что какой бы макияж я ни делала, я сразу становлюсь похожа на Братс. Это нашим визажистам очень Да, нравится. да. Кстати, я куклы брат, знаешь, да? Знаю. Да, так и есть. А кто меньше понравился, не скажешь. Надо Нет, говорить, да нету такого. Но Не при буду врать. не было Нет, такого. нет. Значит, есть в этом кругу солидарность, Да, уважение, Да. здоровая конкуренция есть или все же ее нет? Нет, я не конкурирую с местными визажистами, потому что Ого. конкурировать с ними это то же самое сравнить с небо с землей, потому что у всех разный стиль. Мгм. У кого-то восточный, у кого-то русский, как у меня, например. И оценивать очень-очень некрасиво получится. И говорить, что я вот лучше. Блин. Хубон. Диди Да? хати местни имена сравнивать намекард. Да, Ҳастан ну, ягон шахсе ки Ну вот визажист Ким Кардашьян, да, вот с ним бы, да, я бы контуринг ей сделала чуть-чуть по-другому. так Сабо ба ғайр аз соҳаи бюти блогер, ба ғайр аз дигар чизо боз кадом хобби доред? Ягон хобби дорӣ ки Я обожаю читать книги про саморазвитие, про любовь к себе, про психологию. Вот в свободное время, когда, к сожалению, свободного времени у меня практически нет, да, я постоянно работаю, но как только у меня оно появляется, я сразу же начинаю читать. Это меня успокаивает. Также я обожаю медитировать. Для меня это просто космос. Я ухожу в себя. Да, вот люди, которые Хубона занимаются малака дӯст дошуд медитацией. рафтани аст Да. медитация. А человек, который не занимается медитацией, человек, который занимается медитацией. Давайте мотивируемся и начнем действительно медитировать, потому что действительно успокаивает нервы, это успокаивает очень, да. нас. Я сейчас задам еще один вопрос, потому что вопросов очень много.
Спасибо моей аудитории за их Да. актив. Я вас очень-очень люблю. Да, спасибо аудитории Сабо за ваш актив. А наши слушатели, которые еще не подписаны на Сабо, Подпишитесь, я вас тоже обожаю. 3S Або. шояд подписчикони New Radio Амонда бошанд. Ягон савол ба шумо нест. Ташаккури зиёд. Да, согласна. Спасибо большое нашим слушателям. Я уверена, что они тоже были активны. Какие отношения сейчас с родителями? Вот написали. Хотя ранее уже отвечала, да? Прекрасные. Я, да, отвечал, просто те, кто со мной давно, они видели, что у меня с родителями были немножко сложные отношения, именно из-за того, что мои родители были против моего блога, и они не видели отдачи от него, потому что я слишком много работала, и, в ответ ничего не получила, это было временно. А сейчас мои родители видят, что я сама себя обеспечиваю, я работаю, я веду себя достойно, я не подводила их, поэтому... сейчас у меня с ними отношения прекрасные. Мы дружим. Это самое главное. отношения кати хонагиё хата мас падару модар нагз бошад. Действительно, когда родители, им есть о чем беспокоиться, если взять. Да, отношения. но я Да, сейчас да. начала понимать, что на самом деле они переживали, чтобы я не тратила свое время Да. зря. Если вы хотите, чтобы ваши родители пошли к вам на уступки, как ранее сказала Сабо, нужно просто доказать им, что ваша работа будет приносить вам доход, что ничего лишнего вы себе позволять не будете. Это исключительно ваша работа и ваше развитие. Я думаю, в этот момент наши родители действительно пойдут на уступки и поймут, что финансовая независимость, естественно, это важнее всего. Сказала я о деньгах как типичная меркантильная девушка. Фарида. Не, как и я сама. Сейчас я... Алакай хамаш навандагон медунан ки вақте ки меркантилная мегин алакай Фарида. Шуточки шуточками, но мы возвращаемся к вопросам к Сабо. Фируза написала: не комплексуешь ли по поводу лишнего веса? Если нет, как к этому пришла? У меня встречный вопрос, чего вы взяли, что у меня лишний вес? Вот именно, тем более девочки, которые пишут такие вопросы. Это очень, некрасиво. Я смотрю на камеру, вы просто меня не агар видите. духтар савол дода бошад, наоборот, ман фикр мекунам ки хеле ҳам саволи хуб додааст, чунки шояд ҳамон духтар чунон роҳат мебарад аз боварии ту ба худи ту, аз дӯст доштани ту, ки он низ мехоҳад аз ту ягон совет гирад, ягон маслиҳат гирад. Ну, видимо, я не так поняла тогда. Если я так неправильно поняла, то прошу прощения. Нет, я вообще не комплексую по поводу своего веса. Если честно, он мне даже нравится, мне худой быть не идет. Я сама по себе пухленькая, у меня щечки, я такая, кругляшка. Но я бы не назвала себя прям, чтобы у меня был лишний вес. У меня все в меру. Да, замечательный ответ. Действительно, не бывает лишнего веса, все к меру. А в целом, насчет комплексов, если говорить, бывает такое, что ты насчет чего-то комплексовала или комплексуешь, или вот что-то проработала в себе? Да, я с детства была очень закомплексованной, именно благодаря комплексам я пришла в сферу бьюти. То есть я считала себя некрасивой, я думала, что если я начну краситься, то меня начнут замечать. Постепенно я начала краситься, делать себя лучше, и потом я поняла, что на самом деле я некрасивая. Я с помощью макияжа подчеркиваю свои достоинства. То есть, и мне также помогли очень книги. Нужно именно читать очень много книг, саморазвиваться, узнавать себя для того, чтобы заново познакомиться с собой. То есть мы сейчас под травмами, мы думаем, что с нами что-то не так. Нет, на самом деле что-то не так с окружающим миром, который навязывает вам эти комплексы. Мы все реально прекрасны, мы должны видеть эти комплексы, превращать в достаток. бале дар ҳақиқат ҳам хеле ҷавоби хуб буд. Ман дидам хубон роҳат буд ва дар он ҷо як саволи дигар как раз таки буд дар бораи ҳамон ки чӣ гуна фаҳмидем ки маҳз ҳамин бьюти блогер соҳаи шумо аст, чӣ гуна ҳаминро интихоб кардед ва фикрам аллакай ҷавобро дар ин саволам дод. маҳз ҳамон комплексҳо буданд ки сабаб шуданд ки имрӯз Саборо аллакай дар ҳама ҷо мешиносанд. Да. Дар ҳама ҷо, дар бисёр ҷойҳо мешиносанд. Как я к такому пришла? Это скорее я просто любила краситься. У меня был закрытый аккаунт, я максимально приватным человеком была. И у меня были девочки незнакомые, то есть когда я что-то выкладывала, они спрашивали: а как вы так брови нарисовали, или откуда тени? Я вижу, что есть спрос, есть предложение. Она была бизнес-вумен. И я начала потихоньку снимать какие-то видосики, и я заметила, что девочкам это интересно. Затем я открыла свой аккаунт, я просто вела личный блог.
Затем я увидела очень много отдач, то есть я для этого ничего практически не делала. И вот 12 марта я прям конкретно взялась, и вот сейчас я радую девочек своими бьюти-советами. Ягон жохонда будет сабонаж, ягон касрафтет не? Нет, я самоучка, я проходила марафоны, когда уже у меня был свой почерк, но с этих марафонов я, кроме как продуктов, ничего не взяла. То есть почерк у меня свой, это мой стиль, я ни у кого не училась и не хочу, потому что так мне кажется, что мой почерк изменится, а я свой люблю. Это в любой сфере действительно очень важно иметь свой почерк. Как мы это говорим, условно говоря, когда мы разговариваем с нашими девочками, как и SMM-специалистами, я говорю, если вам нужно проработать полгода. В течение полгода выработается ваш почерк работы. Да. Именно ваш стиль того, как вы пишете, вы поймете. Если спустя полгода он не появится, значит, это просто не ваше. Ну, потому что в любой сфере это же как? Ты первый день красишься, второй день накрасилась, третий день тебе уже лень. Четвертый, я не хочу выкладывать, мне уже лень постоянно снимать сторисы, постоянно снимать рилзы, заходить, вот желательно, чтобы быть в трендах, чтобы подписчики были, постоянно с тобой не отписывались. Как ты себя мотивируешь в такие моменты? Если честно, я люблю этот вопрос и отвечать на него тоже, потому что мотивация для себя я сама. То есть, чтобы, если я гасну, я пересматриваю свой архив. Для чего я это делаю? Зачем я это делаю? Я перечитываю свой директ. Мне практически каждый день пишут такие крутые слова. Я вдохновляюсь собой, своей работой. Если я это смогла, значит, я смогу еще лучше. И так и появляется мотивация. Если ваша работа заставляет вас уставать, значит, вы ее не любите. То есть я очень редко гасну, потому что я свою работу люблю. Я даже не считаю это за работу, просто хобби приносит доход. Это мечта всех людей, которые говорят, хочу, чтобы мое хобби принесло деньги. Да, так и есть. И плюс, если хотите замотивироваться, если ваши фотографии вас не мотивируют, тогда подписывайтесь на страницу Сабо. Человек просыпается такой, боже, я божественная. Я сейчас буду покорять весь мир. Да, я буду. Так и должно быть. Так и должно быть. Да, я буду. Сабо, дай 5. Сабо, бехтарин. Мне нравится, что Сабо подчеркивает тот факт, что нужно читать. Социальные сети не подразумевают то, что вы не можете вообще не читать. Достаточно пару текстов, которые делают какие-то блогеры. Вот все, я очень умный человек. Нет. Чтобы мотивировать себя, чтобы знать, что делать, как нужно делать, как это все продвигать, и при этом не гаснуть, нужно разбираться, нужно читать, нужно постоянно быть в поиске чего-то. Потому что, да, вот именно голодный всегда творит намного больше, нежели сытый. و یک حالت دیگر رو نیست به من خیلی پسند اومد وقتی که سبا قید کرد، چون که این صبح وقتی که من کتاب خوانده ایستاده بودم، در حقیقت همین گپ‌ها رو خوانده بودم درباره اون که هر وقتی که که دیلت از زندگی میموند، هر وقتی که که موتیواسیون نداری، архив رو نگاه کردن خیلی هم خوب است. архив رو وقتی نگاه میکنی، وقتی میبینی که از کدام مشکلی ها گذشته الکای قدم زده بر اومده، میفهمی که در حقیقت هم امروز نیست میگذرد و همه چیز در این زندگی میگذرد. با خودتون باور کنید، خودتون رو دوست دارید و البته صاحب همه چیز میشوید. Согласна. И не забываем, кстати, Сабо, как ты думаешь, лучшие друзья девушек? Книги. Это действительно лучшие друзья девушек, это книги, но Виагра нам почему-то поет, что лучшие друзья девушек это бриллианты. Нет, это мой взгляд. Это мани или бриллианты? Это бриллианты, и это шоу девчат. Я надеюсь, что это шоу одно из ваших любимых, и вы действительно слушаете наши интересные разговоры, потому что они действительно интересные. Это не просто девочки собрались и тут... Как это было? Сплетничают. Да, Фарида. Да, вот этого вообще нет. Даже Сабо такая, я не буду говорить тех, кто мне не нравится, потому что таких людей не существует. Видите, насколько девочки прекрасны? با فکر من که حاضر همون شافیرانی که در تاکسی ها هستن و هر روز با من سخنانی خوب میگوین، هر روز با من میگوین که ما دیفچت رو انتظار میشیم، حاضر میگن که значит فریده گپو رو نمیگفته اوجا. در حقیقت هم 2 ماه که ما نبودیم در افیر، قریب که هر روز با من میگفتن، هر روز در من مینوشتن، در اینستاگرام مینوشتن، میگفتن که ما همون برنامه شما رو دوست می‌داریم، ما از همون وایبی که شما دارید، ما از همون گرمی که از شما میاد و اونا همیشه میگفتن که چگونه احساس میکنن همون
як атмосфера ки дар байни мо ҳаст ва албатта ҳамаи онҳо моро гӯш мекунанд, албатта ҳамаи онҳо моро дӯст медоранд. шунавандагони азиз, мо низ ҳамаи шуморо дӯст медорем ва чуноне ки аллакай хубон қайд кард ва чуноне ки ҳамаи шумо низ медонед, имрӯз дар меҳмони мо қарор дорад духтараки хеле ҳам зебову муваффақ дар сину соли хеле ҳам ҷавони худ, Сабо. Ман чӣ хеле дӯст медорам вақте ки ягон чиз дар бораи Сабо мегӯям ва ман аз рафтори ман дар ҳақиқатам хеле як дигар намуд вайб медиҳад ба барномаи мо. дӯстони азиз, ҳатман дар ютуб канали мо обуна шавед ва барномаи моро нигоҳ кунед ва шумо ба гапои ман розӣ мешавед. Я думаю, все соглашатся с твоими словами. Рань, действительно, несмотря на свой юный возраст, Сабо в своей сфере еще успешная. Это нельзя отрицать, да, так и есть. И при этом, что это только начало, я бы сказала. Всего лишь 2 года. Вы меня мотивируете, спасибо. 2 года, 10 лет, 20, 30, 40, уже свой холдинг. баъд аз 5-6 сол вақте ки аллакай барномаи мо вау мешавад, аллакай вақте ки мо мехоҳем Саборо фарёд кунем, дубора барои боз результатош, натиҷаош гап задан, ба фикрам баъд 2-3 бор отказ мекунад. Баъд мо мегӯем ки Сабо, баъд мо чиро рой мекунем? Эфири ютуб рой мекунем, Сабо, аёдат набурад ки якум мо фарёд карда будем. Нет, вы меня подтолкнули на мысль. Для меня главное качество в человеке – это простота. Очень важно, прям очень важно, чтобы человек был простой. Потому что с такими хочется общаться. Я не люблю тех, кто на понтах. Да, согласна. Это очень... Мы иногда, к сожалению, сталкиваемся с такими людьми, поэтому действительно не стоит быть на понтах, потому что... Фарида, по-моему, была такая пословица. Как понять, что человек стареет? Он говорит пословицами. Это я. Хайрат бакала гирифти. Но вернемся к Сабо. Сабо, ты вернулась. Ты уже 3 месяца как в Душанбе, да? Какие проекты от тебя ожидать? Ты где-нибудь снимаешься или что-то готовишь, может быть? Дашь пару информации? Да, кстати, сейчас я участвую в проекте Фозилова. Beauty Battle называется. Мы уже отсняли первую серию. Кстати, мои хорошие, обязательно посмотрите, потому что я буду на первой серии. Вы увидите, какая я у вас сильная и какие там офигенные правила. Я была в шоке. Если честно, мы сами не знали, какие нам правила дадут и кто вообще будет моя соперница. Когда я свою увидела, я была просто в шоке. Вы тоже будете в шоке, потому что это самый неожиданный человек в моей жизни. Вы увидите там... Да, это интрига. 20 Нет. Обязательно посмотрите, реально, действительно круто, там все эмоции живые, нам заранее вообще ничего не говорили, просто сказали, приходите, участвуйте. Я пришла на съемки, и там все реально, то есть никакой постановы. Мне очень понравился этот проект, и он меня прям вдохновил. Прям, это проверка моей силы. Значит, тебе понравилось? Да, да. Только первый выпуск отсняли. Кто прошел, не прошел? Пока неизвестно, пока неизвестно. После первой серии будет следующая. У нас вообще 4 команды. То есть отсняли первую команду. Будет еще 3 серии, и тогда вы можете узнать, кто вышел на финал. И, кстати, самое интересное, что победителя выбирают аудитория визажиста-блогера. Это очень справедливо, мне кажется, потому что также проверяется лояльность аудитории. Да, это действительно классно, потому что здесь не будет никаких потасовок, да, что вот кому-то дали, потому что это знакомые, это незнакомые, это действительно классно. Ҳам барои баҳо додан хуб мешавад ки ҳам аз соҳаи блогер нигоҳ мекунанд, ҳам аз соҳаи визажист, ҳар як точка ва ҳар як нозукиро баҳо метиҳанд. И насколько у тебя лояльная аудитория, любящая, мощная, что они Да, это проверка вас. Да, это проверка. Я думаю, все сейчас наши слушатели такие, нужно голосовать за Сабо. Да, голосуйте за меня. Все, кто такой Фозилов, подписываемся на него. Да. Я вас там покорю своей харизмой. О, мы уверены. Сабо у нас уже покорила своей харизмой. Поэтому думаем, что когда вы еще посмотрите YouTube с нашей гостьей, потом еще посмотрите видео с Фозиловым, ну, вариантов нет больше. Нужно просто влюбиться, очароваться. Обратно уже. Оставайся здесь и покоряй нас дальше. Кстати, насчет покоряй нас дальше. Очень много вопросов Сабо связано с твоей личной жизнью. Все спрашивают, условно говоря, если у Сабо, не знаю, вторая половина, если нет, то какая она должна быть? Второй половинки у меня нет, потому что я, как и говорила сегодня в историях, я замужем за свою работу. Насчет предпочтений мне бы хотелось, как будто, не знаю, объявление. Давайте, я Гузеева, Роза Сабитова. Так, перечисляй.
Я буду вот так сгибать пальцы. Мне очень важно, чтобы мужчина был не публичный. О, точно. У всех, у кого аудитория больше 300 людей. Не, 90. 90 подписчиков. Не вариант. Уже як savol пойдушит? Да. Почему я не хочу, чтобы мужчина был публичный, а если только это не связано с его работой? То есть, если работа связана с Инстаграмом, то пожалуйста. Но если нет, ты просто ведешь открытый аккаунт. Нет, я такое не одобряю. Зачем? Блин, зачем реально? Даем. Так, мне хочется, чтобы мужчина был сдержанный. То есть, Сдержанный. Да, серьезный и обязательно с чувством юмора. Обязательно. С чувством юмора. Высокий, и самое главное. Высокий. И собой майда что так пишешь? И я со своим ростом 1,5. Да, это будет прекрасная пара. Что Так, весело. еще я только 5 пальцев. У меня на одной руке еще есть 5. И целеустремленный, как я. Как с собой. Действительно, с другим Тому? не получится. Да, у меня вообще Фарида? невысокие требования. Мама. Роза Сабитова, подключайся. Она ничего не сказала про доход, про Нет, то... ну целеустремленность это и подразумевает. А сколько зарабатывает должен в месяц, Ну, чтобы примерно, ну, обеспечивать там, такого человека? Больше, чем я. Больше, чем ты. Это сколько ты зарабатываешь? Ну, примерно 20,000, 25,000, 30,000. Рублей или суммы? Нет, конечно, тут суммы Я- нет. Мой доход Доллар? сейчас я считаю свой доход в рублях. С моей аудиторией я зарабатываю по-разному. То есть я могу заработать и 100 тысяч, и 200 тысяч в месяц. Зависит от того, сколько я работаю. Ҳама бачаҳое ки ӯзморо гӯш кардаиста буданд ва нияти назди сабо омада буданд, ҳама покинули чат Да, да, Нет, 200 так и- тысяч рублей. 200 тысяч рублей. Ну, Рублей. всё равно барои Всё равно, да. ки аккаунтиш закрытия. Нет, Сабо не абьюзер. Нет, Она, нет, не ни в ска- коем она случае. сказала, если работа связана, а если ты просто сидишь, чтобы социальные сети для тебя Чтоб это площадка, следить? где бы огоньки отправлять Да-да-да, девочкам. вот. Вот. Сабо чӣ фикр мекунӣ ки писаре ки худаш аккаунти инстаграмро намебарад, намешинад дар инстаграм, метавонад қабул кунад туро ҳамроҳи ҳамон блогер, ҳамун аккаунтат? Ну, вначале я всегда, с кем бы я ни знакомилась, я всегда говорю, что если что, это моя работа, и я как бы лишнее себе не позволяю в своей работе, поэтому если, конечно, когда я выйду замуж, и мой муж будет там против, вы видели мои образы, они достаточно откровенны, если он будет против настолько, чтобы я открывалась, я, соответственно, пойду к нему на компромисс, потому что он пошел и разрешил мне вести так себя публично, скажем так. Видите, насколько лояльная Сабо. Слушайте, дорогие наши слушатели, те, которые будут смотреть на YouTube, те, которые, не знаю, узнают чуть позже про наш эфир, если вы высокий, целеустремленный, скромный, не медийный человек, если вы высокий, сказала, да? Бале гуфти, якум ҳамро гуфти. Хамрогов там, но это самое главное. И плюс, если вы зарабатываете больше, чем наша гостья Сабо, Ма пожалуйста. бояд гапа давом Welcome. ма бояд мирам ҷамъ тарк кунум бинем чанд сум мешавад тоҷики хати барое ки одамое ки моро гӯш кардаистанд Они уже считают, да, в голове, сколько я должен зарабатывать? что- 250,000 зарби 145. Фарида, не пугайся. лучи худатона ғам насед. Не, подожди. Сабо бояд ки сказала 30,000-36,000 целеустремленная. сомон кор кунад аямон. Подожди, Фарида, Сабо сказала, что он должен быть целеустремленным. По Нормально. Сабо видно, что она не меркантильная девушка. Ну, пока А что по на мне? данный момент, не-не-не, в целом, не меркантильная. Я Понятно. думаю, что если вы действительно целеустремленный, если у вас есть хоть какое-то будущее, и Сабо это разглядит, а по ней видно, что она разглядит, есть ли будущее или нет, Раз. будешь ли ты Тобі будущим психологически бисёр хондаги. миллиардером или нет, Я- она я- в тебя поверит. Да, конечно, даже если он зарабатывает меньше, но я вижу его старания, я, конечно же, вместе с ним, держа его за руку, пойду. О, прекрасно. Она была романтиком. Мне нравится, что параллельно Сабо, как истинное поколение тиктокеров, социальных сетей, периодически перебивает себя добивками из... Она бизнес-вумен. Она была... Это моя фишка. Не, это очень прикольно, Сабо. Все. Что еще хочешь сказать, Сабо? Есть какие-нибудь пожелания по второй половине? Потому что, я думаю, многие сейчас тебе напишут. Напишут, но мне уже кое-кто нравится. мо чӣ бе қадар гап задем. Но пока нравится. Но пока нравится, у вас есть ҳамаи ҳамин шанс чиз отбить 5-6 прекрасную гуфтагиёро дора девушку. О, Да. ҳамаша дора? О, ҳамаша. Тамом. Ну, остается только добиваться Сабо.
не отправлять огоньки, сердечки, Да. цветочки в Инстаграме, а делать реальные шаги, потому что... Вы сказали цветочки на 8 марта, мне отправили картинку. Спасибо большое, очень приятно. Не делайте так. Мы уже каждый раз, когда у нас эфир с Мино, Зарой, там, до этого даже Шуиры, все наши гости, которые были, это не работает. Да, это красный флаг. Да, пожалуйста, это не работает. Еще раз напоминаю, что шоу «Девчат», Хубон, Фарида, наша гостья Сабо, которая не отказала, пришла. Спасибо большое, Спасибо вам Сабо. большое за приглашение. Это для меня крутой опыт. С вами очень комфортно. И спасибо слушателям, которые остались до конца. Я вас очень сильно люблю, хоть мы с вами не знакомы, но хочу прям поблагодарить. Спасибо вам большое за то, что вы были в моем первом опыте. Сабо, прекрасные цветы от шоу «Девчат». О, это вам для спасибо, прекрасной как девушки мило. прекрасные цветы. Они такие красивые. Да. Ой, прям мои любимые. نه تنها تو سبامونیز کتاب خوندگی ما هم بفهمیم ای روی اکاونت Они Чисто. были умными. о, наконец-то Именно в этом моменте мы прощаемся с вами, дорогие наши слушатели. Спасибо, что были с нами все 2 часа. Ждите наши эфиры. Через неделю шоу «Девчат» опять будет вещать на волне 95,5 FM. همه شما رو دوست می‌داریم شنوندگان عزیز. شو برنامه دیفچت بود. با شما بودیم سبا خوبان و من. با ما باشید هفته دیگر روزی پنجشنبه ساعت 5 باز همراه شما هم صحبت می‌شویم. Пока-пока. Спасибо خیر. всем. Новое радио. Все только начинается.